Добрый день. Тема сегодняшнего консультационного часа — особенности детей, переживших травму потери родителей. Напоминаю, спикером сегодняшнего часа являюсь я, Коваленко Елена Васильевна, педагог-психолог регионального центра развития социальных технологий и консультант консультационного центра при Коми Республиканском институте развития образования. Тема сегодня сложная, важная, а, и, возможно, немножко тяжелая для восприятия, потому что будем затрагивать такие болевые точки, о которых мы сами, может быть, боимся в какой-то степени думать, говорить. Но, тем не менее, об этом нужно задуматься, проговорить, так как мы работаем прежде всего с детьми, оставшимися без попечения родителей, и иногда в силу одной из причин в связи со смертью родителей. Утрата близкого человека всегда травма, особенно для ребенка, и как он ее проживет, сильно зависит от его возраста, от того, были ли травмы до этого, насколько серьезные, как он их проживал, был ли кто-то рядом, кто сейчас смог бы помочь ему это пережить, и насколько эмоционально устойчиво в целом его близкое окружение. Это не все влияющие факторы, но, пожалуй, основными. То есть мы, в принципе, должны с вами обязательно рассмотреть именно процесс горевания и то, как проходит его ребенок, особенности прохождения этого процесса. Так как ребенок пройдет этот процесс, и зависит в дальнейшем развитии ребенка. Горевание — это серьезная работа психики человека, ребенка в том числе, которая позволяет пережить потерю и научиться жить дальше самостоятельно. Нельзя не замечать или недооценивать горе ребенка. То есть обесценивающие такие фразы: маленький, что он понимает, скоро забудет. Детский психолог Мария Капилина высказала следующую мысль. Считается, что самое ужасное, что может произойти с человеком, это потеря ребенка. На самом деле потеря родителя для ребенка гораздо страшнее. Ведь даже самый любимый ребенок — это часть жизни взрослого, а родитель для маленького ребенка — это весь его мир. Причем для ребенка лет до 7-8 нет принципиальной разницы, умерли его родители или их у него забрали. Потеря одного из родителей не может быть преодолена ребенком за короткий срок. Важно это понимать. Когда человек переживает потерю, его мир необратимо меняется, все приходит в состояние хаоса, и нужно время, чтобы восстановить этот мир, чтобы заменить что-то в этом мире, что-то отстроить заново, что-то расставить по местам. Это и есть процесс горевания. Важно отметить, что горевание — это процесс постепенного расставания, именно постепенного расставания с чем-то или с кем-то. Кто или что имел большое значение для ребенка. К утратам помимо смерти относится длительная разлука, прекращение отношений со значимым человеком, социальные утраты, утрата статуса, прекращение работы или учебы, психические или физические утраты, утрата способности, например, двигаться, и духовные и материальные утраты. Влияние смерти члена семьи на всю семейную систему велико и определяется, во-первых, значимостью для семьи умершего, его функциональной нагруженностью, статусом в семье. То есть если это был человек, который полностью на себе завязывал семью и играл решающую в ней роль, соответственно, и семейная система будет тяжелее переживать утрату. И степенью эмоциональной близости с родственниками. Потеря члена семьи, особенно взрослого, приводит к появлению функциональной пустоты в семейной системе и приводит к необходимости перераспределения ролей и функций. То есть происходит такая перестройка семьи, которая также является сложной для семьи. Что важно знать о горевании детском? Важно знать, конечно же, стадии или фазы горевания. Проходит 5 стадий ребенок в процессе горевания. Первая стадия — это стадия отрицания или шока. Длится с момента известия о смерти до момента сознательного признания факта случившегося. Условно
будем говорить условно, да, так как у всех по-разному, до 9 дней. В случае внезапной смерти длится дольше эта фаза. Что важно делать на этой фазе? Побуждать к рассказу о потере, прояснять мелочи, чтобы выстроить картину произошедшего. Все это способствует принятию потери. Как ты узнал, как это произошло. Важно называть вещи своими именами: умер, болел и так далее. Использовать физиологические описательные, прилагательные. Горюющему важно отреагировать на потерю сильными эмоциями на этой стадии. Нельзя эти эмоции торопить и помочь горюющему в открытом переживании чувств, дать возможность ощутить боль потери. То есть основная задача этой стадии – безопасно запустить работу горя и выйти из шокового состояния. Поэтому важно дать ребенку в этот момент быть с родителями, да, и быть в такой традиции семейной, как оплакивание. Не бояться, чтобы ребенок находился в этом процессе вместе с близкими, либо одним из родителей оставшихся. Следующая стадия – это стадия прорыва эмоций или гнева, агрессии, обиды. Длится с момента признания факта случившегося до смирения и прекращения борьбы. Опять же, условно, длится эта стадия до 40 дней. Помочь осознать важно в этой стадии текущие чувства горюющего, приступы гнева, беспокойства, поиски виноватых, осознать глубокую подавленность. В данном случае вредно утверждение об умершем плохо не говорят, так как мешает как раз таки выразить все чувства и выдержать конфронтацию с умершим. То есть важно говорить о недостатках умершего и не усугублять, и не смягчать чувство вины, которое возникает в этот момент у ребенка. Нужно аккуратно развенчивать ощущение всемогущества горюющего ребенка, что да, иногда люди ругаются, и ты тоже, например, до смерти родителя с ним поругался. Да? Бывает и так. Расспрашивать об умершем, о его жизни также можно продолжать на этой стадии, чтобы продолжалось высвобождение эмоций горевания. И основная задача этой стадии – это помочь горюющему в понимании, что переживаемые им негативные чувства являются нормальными, помочь выразить эти эмоции в приемлемой форме, ну и проработать профилактику чувства вины. Следующая стадия, на которую перейдет ребенок, это стадия торга или поиска и слияния по-другому. Длится она условно до 3 месяцев. И на этой стадии важно не избегать слияния, то есть дети начинают искать умершего, поиски в толпе, посещение любимых мест умершего, сновидения, мысли о воскрешении и так далее. Важно понимать эту стадию и понимать, что то, что сейчас с ребенком происходит, это нормально. Важно информировать о том, что данную стадию проходят все скорбящие. Детям легче, когда они знают, что с другими тоже такое бывает. Можно вместе с горюющим создать целостный образ умершего, сконцентрировать внимание вот здесь уже и на его положительных сторонах. И именно вот на этой стадии можно совершать ритуалы прощания с горюющим. Основная задача этой стадии – это эмоционально отпустить умершего. Стадия острого горя, 4-я стадия, или депрессии, длится условно от 3 месяцев до полугода. И здесь именно важно поощрять воспоминания об умершем, анализировать ресурсы, которые могут помочь прожить данный этап. И уже здесь можно постепенно приобщать ребенка к повседневной деятельности. Основная задача данной стадии – выработать умение справляться с теми областями жизни, где влияние умершего было наиболее заметно, а сейчас ребенку нужно в какой-то степени находиться в этих сферах самостоятельно, либо заменять другим человеком. Ну и создать новые эмоционально насыщенные связи. Именно на этой стадии это становится возможным. Последняя стадия – стадия принятия или восстановления. Длится условно от 6 месяцев до 1 года. Важно обсудить с горюющим то, как он видит ближайшее, отдаленное будущее. Здесь он уже услышит эту информацию, сможет размышлять на эту тему.
поддержать в обретении новых смыслов жизни здесь уже можно, помочь выстроить новые отношения с умершим и продолжать жить. Работать с установками, которые мешают работе горя. То есть если у ребенка есть запреты, например, слезами горю не поможешь, время лечит, и поэтому не обсуждает то, что с ним происходит. Важно говорить о том, что такие установки, они мешают работе горя, и нужно, наоборот, вытаскивать информацию на поверхность. Ну и основные задачи этой стадии – перестроить жизнь, выйти на новый жизненный этап, пересмотреть систему взаимоотношения с людьми, пересмотреть жизненные приоритеты и определить долговременные уже жизненные цели, возможно, построить планы на будущее. На что может жаловаться ребенок вот в процессе горевания? На ночные кошмары, на нарушение аппетита, на нарушение сна, на физические недомогания. Что еще можно заметить в поведении ребенка? Возможен регресс, да, возвращение к ранним этапам развития, то есть сосание пальцев, цепляние за взрослых, возможный энурез, то есть такие физиологические реакции, усиление выражения гнева к членам семьи, враждебность к умершему, может появиться страх быть брошенным, возможно, чередование периодов грусти и радости, которые будут казаться окружающим необоснованными. Возможно, появление чувства вины, заниженная самооценка. Также, что может происходить с ребенком? Это нарушение в познавательной сфере, снижение учебной успеваемости. То есть требовать в период горевания, по крайней мере в течение первого года, 1,5 лет, высокой успеваемости, это будет необоснованное требование по отношению к ребенку. У подростков может появиться отрицание потери, страх отделения независимости, то есть замедлится или притормозится естественный процесс сепарации. Суицидальные мысли как способ соединиться с умершим могут появиться. Ну и девиантное поведение как способ вытеснения горя. А при осложненном горе возможно полное отсутствие каких-либо чувств и длительное неуправляемое поведение и депрессия. Как слушать ребенка в этот период? Конечно же, это безусловное принятие и искренность. Это эмпатическое слушание. Это дать понять, что искреннее желание в вас присутствует помочь в выражении этого горя. И, конечно же, принимать все чувства и страхи. И если мы говорим о детях, оставшихся без попечения родителей, у них возможно будет недоработанные стадии, недопрохождение стадии переживания горя. Чаще всего это будет осложненное горе, и все вот эти вот жалобы ребенка, они могут перейти как раз-таки в семью замещающую. То есть когда-то задержанная работа горя, она просто при достаточно теплых и доверительных отношениях в замещающей семье все эти чувства могут проснуться, и родителям в такой семье важно будет как раз-таки вот применять навыки эмпатичного слушания и принятия самого различного спектра чувств горюющего ребенка. О чем важно говорить с ребенком? Конечно же, важно говорить об осознании горя, то есть помочь осознать ребенку его горе, то есть о том, что он сейчас не просто поведенческий ребенок, не ребенок с какими-то непонятными капризами, а что все-таки это в данный момент горюющий ребенок, так как дети не всегда могут понимать, что с ними происходит. Важно помочь идентифицировать, подтвердить и выразить реакции на потерю, отмечать все даты с жизнью, связанные с жизнью умершего, продолжать жить дальше, помогать продолжать жить дальше с
оставшимися или вновь появившимися любящими людьми. И помогать искать смыслы за пределами случившегося, то есть за пределами горя. Это важные моменты. Какие могут возникать трудности при разговоре с ребенком? Маленькие дети могут испытывать сложности в выражении чувств вербально. Тогда это другие методы и способы взаимодействия с ребенком. Это рисование, это лепка, это проигрывание. Дети чаще взрослых могут чувствовать вину за произошедшее. Это также важно понимать. И при взаимодействии с ребенком отдавать ответственность за произошедшее жизни, да, случайности событий и так далее, но снимать вину с ребенка. И, конечно же, дети стремятся избежать сильного страдания, пытаются уклониться от сильных эмоций, избежать их, а по факту эти эмоции будут внутри ребенка, и важно все же помогать доставать эти эмоции. Как понять, преодолевает ли ребенок горе? И не происходит ли у него застревание в процессе горевания. Но прежде всего нужно отследить, уменьшились или устранились ли, возможно, полностью симптомы. Произошло ли принятие потери, произошло ли осознание и принятие чувств, восстанавливается ли я-концепция у ребенка и возвращается ли к более-менее оптимальной, нормальной деятельности ребенок. Что важно для близких такого ребенка? Не удивляться никаким поведенческим или личностным изменениям ребенка. Будьте терпимы к негативным сторонам поведения, к назойливости, плаксивости, капризам. Будьте терпеливы, если наблюдается регресс в поведении ребенка. Например, он грызет ногти, сосет палец и тому подобное. Если возникают физические ситуации, дети плачут или энурез, рвет вещи, успокойте ребенка, объясните ему, что люди, испытавшие страх, часто теряют контроль над собственным телом. Важно быть внимательными к состояниям и желаниям ребенка, к режиму сна. Помогите ребенку поделиться своими страхами и беспокойствами. Уделяйте ребенку больше внимания, проводите с ним больше времени, поддерживайте эмоциональный и физический контакт с ребенком. И позаботьтесь, чтобы ребенок знал, куда вы уходите, когда вернетесь, предупреждайте, если задерживаетесь. Разрешите ребенку говорить о травме тогда, когда ему этого хочется. И честно отвечайте на вопросы, давайте точную информацию о смерти родителя. То есть и в семье замещающей, в том случае, если ребенок регрессирует в прошлое, возвращается к проживанию травмы, также важно все это делать. Кроме того, обозначайте словом, особенно с маленькими детьми, чувства, которые они испытывают. Тебе грустно, тебе страшно, ты печалишься. То есть для того, чтобы у ребенка все-таки происходило осознание эмоций и дифференциация эмоций. Если ребенок испытывает чувство вины, подчеркните, что это случилось независимо от его выбора. Он за это не отвечает. Поговорите с учителями, воспитателями ребенка, чтобы они правильно поняли изменения в поведении ребенка и на процесс горевания не накладывались дополнительные трудности в социальном окружении. Будьте терпеливы, если у ребенка появляются затруднения, связанные с концентрацией внимания, с выполнением школьных заданий в других областях. Снизьте на этот период требования к ребенку, требуйте от него простых вещей. То есть полностью мы не делаем ребенка неспособным, да, к выполнению каких-то элементарных трудовых и учебных аспектов, да, но тем не менее и не ставим сверхзадачи. Помогите ему не делать обобщений в связи с утратой, то есть все умрут, нет смысла жить, так как все равно умрем и так далее, да, то есть работайте с такими установками и помогайте ребенку возвращаться к добрым воспоминаниям об умершем. Не торопите ребенка, говоря, ну пора уже об этом забыть, то есть это одна из таких запрещенных фраз при взаимодействии с ребенком, потерявшим родителей.
Какие могут быть рекомендации третьему лицу в случае помощи ребенку, потерявшему близкого? Прежде всего, как сообщать ребенку о смерти близкого? Необходимо выражаться прямо. Умер, а не заснул. То есть мы не создаем каких-то нереальных иллюзий. Мы не говорим о том, что там родитель на небе, он за тобой смотрит. Потому что в дальнейшем дети начинают бояться совершить естественные для детей какие-то плохие поступки, испытывают чувство вины за какие-то моменты, которые ему родитель, например, не разрешал, они его совершают. Лучше, если с ребенком будет говорить близкий, конечно же, человек, и при разговоре допустим тактильный контакт с разрешения ребенка, обнять, посадить на колени. Включать ли ребенка в хлопоты, связанные с похоронами? Вообще полезно, конечно же, поручить ребенку то, что он в состоянии выполнить, если он сам не отказывается. Важно, чтобы в процессе горевания ребенок чувствовал себя любимым, находился в контакте с близкими людьми, чтобы о нем заботились, как и прежде. Брать ли ребенка на похороны? Если ребенок согласен, важно заранее доступно объяснить ему, что будет происходить на кладбище, что в принципе его ждет для того, чтобы достаточно часто на консультации приходят дети после похоронных ритуалов и говорят о том, что им заранее не сказали о том, что поменяется внешность у умершего, что будут какие-то особенности в целом во внешности у умершего. И это в дальнейшем было для них дополнительным таким стрессовым фактором. То есть, если бы мне ребенок говорит о том, что если бы мне сказали о том, что там будут какие-то пятна на лице, что будет вообще в принципе накрашен человек, что он будет отличаться от того, каким он будет в жизни, подготовить вот к этим моментам. И гораздо легче бы прошел и процесс похорон. Хорошо, если рядом с ребенком будет взрослый, который сможет его сразу увезти домой, если ребенок устанет или захочет уйти с похорон. Также такой взрослый сможет контролировать информацию, которую могут говорить ребенку другие взрослые. Очень часто жалостливые бабульки подходят и начинают говорить: ой, ты наш бедный, остался сирота и так далее. То есть, чтобы вот такие вот травмирующие высказывания желательно пресекались в отношении ребенка. Если ребенок не хочет принимать участие в похоронах, конечно же, нельзя его заставлять и вызывать у него чувство вины, в том числе тоже нельзя. С какого возраста привлекать ребенка к похоронам? Нужно опираться на то, способен ли ребенок понять смысл происходящего. Если ребенок не участвовал в похоронах, можно приводить его на кладбище, чтобы он прощался с умершим, возможно, работал с такой понятной эмоцией, как скучает, да, по умершему, и есть куда приходить. То есть есть могила, где можно поговорить с умершим и проработать вот эту эмоцию скучания, да, по умершему. Вспоминать ли с ребенком об умершем? Не стоит оставлять без внимания вопросы и высказывания ребенка об умершем. Желательно периодически вслух при ребенке вспоминать и делиться своими чувствами. То есть не оставлять ребенка одного в оставшихся, скажем так, процессах горевания. Это очень важно, чтобы он не остался в одиночестве. Чего точно не нужно делать? Нельзя торопить эмоции на стадии шока. То есть как они идут у ребенка, следовать за ними. Стараться разговорить горюющего на стадии шока и острого горя можно, но не торопить эмоции. Утешать, помогать в избегании и отрицании боли. Нельзя притуплять остроту переживаний. Нельзя усугублять или смягчать чувство вины. Важно его проработать, найти какие-то зацепки, с помощью которых можно немножко трансформировать чувство вины. Заставлять прекращать бессмысленные поиски на стадии поиска нельзя. То есть ходит, ищет. Зачастую дети трансформируют умершего родителя в такие понятия, как, например, теперь он стал ангелом-хранителем. То есть важно понимать, что на этой стадии это допустимо, это нормально. Нельзя торопить работу горя. Уже прошло много времени, а ты все еще не успокоился, все рыдаешь. Давно уже пора успокоиться. Да? То есть, конечно же, такие моменты недопустимы
во взаимодействии с ребенком. И поддерживать мнение об умершем плохо не говорят также нельзя, потому что у ребенка могут остаться зачастую обида на взрослого, в том числе за то, что он умер, за то, что покинул, бросил, оставил, теперь нужно справляться самому, переживать сложные жизненные моменты. Ну и нельзя прибегать к выражениям на все воля Божья, ты должен быть сильным и так далее. Да? То есть давать право ребенку быть слабым в этих моментах и оказывать ему поддержку. Ну и также нельзя устраивать жизнь горюющего. То есть в какой-то степени важно ребенку оставить дееспособность, да, психологическую дееспособность, то есть что он теперь без родителя все-таки может какие-то вещи делать самостоятельно, а не остался беспомощным после смерти родителя. При замедлении процесса горевания, остановке его переживания или затруднениях интеграции утраты возникает феномен осложненного горя, который может как раз-таки вот и перейти по наследству в замещающие семьи. К осложненному горю приводит как раз-таки внезапная или неожиданная утрата, которая вызывает двойственные чувства, например, гнев, самообвинение, да, утрата, с которой были связаны отношения чрезмерной зависимости, вызвавшие очень сильную тоску, или идеализация умершего, либо же в ряде случаев осложненное горе может усугубляться через присоединение признаков ПТСР, то есть в условиях чрезвычайных ситуаций, когда это произошло. То есть и ребенок, и родитель, например, оба были в аварии, да, в автомобильной, и помимо того, что была потеря родителя, еще и был пережит, например, страх собственной смерти, и в целом были травмы. Да, то есть вот в таком случае в том числе возникает осложненное горе. Ну и проявление осложненного горя – это явное отрицание произошедшего, затянувшийся регресс, это болезненные размышления спустя длительное время после случившегося, навязчивые фантазии о воссоединении и выраженные личностные изменения в ребенке. Конечно же, важно сказать о ресурсах. Это то, что может поддерживать ребенка в моменты, когда он не охвачен переживаниями и просто живет. Можно прямо составить список, куда записать буквально все, даже если это на первый взгляд видится мелочью. То, что является мелочью для нас, для другого человека, может быть источником энергии. Помимо явных увлечений, как правило, есть много такого, что менее бросается в глаза. Это любимые блюда, фильмы, прогулки в парке, общение с животными. То есть то, что значимо для ребенка. В горе важно найти ресурс, который будет давать все-таки жизненные силы, жить, двигаться дальше. Особенно ресурсны различные телесные практики. Это может быть спорт, йога, массаж, танцы, любой другой вид телесной активности. Именно вот такие вот телесные практики наиболее продуктивно работают на детях. Когда работает тело, психика просто-напросто получает передышку, которая ей как раз-таки необходима. Именно поэтому тело важно включать любыми способами. И совсем маленького ребенка можно просто крепко обнимать, да, вот мягкие гимнастики, да, так называемые, увеличить количество поглаживаний, прекрасно подойдут подвижные игры, если ребенок готов в них участвовать. И, конечно же, в первое время ребенку, возможно, не требуется психолог, ему гораздо важнее быть близкими, если они есть, и получать поддержку от них. При потере родителей это очень хороший ресурс, если остается, например, бабушка, да, любящая, или один из родителей. Но вот в последующем помощь все-таки психолога может понадобиться, не нужно игнорировать эту возможность, то есть присоединять специалиста желательно, да? Так как иногда родитель не может, например, выносить сильные эмоции ребенка, выдерживать их, или же присоединяется к этим эмоциям чрезмерно и испытывает, скажем так, двойную сложную эмоцию, свою и за ребенка.
Да, психологу в этом плане легче работать. Если ребенок не справляется со своими эмоциями, стал агрессивен, замкнут, наблюдаются признаки депрессии, сниженное настроение, нарушение сна, потеря аппетита и так далее, все это, конечно же, является поводом для обращения к психологу. Иногда ребенок, на удивление, легко переносит потерю, мало или совсем не плачет, не вспоминает ушедшего, старается о нем не говорить, не поддерживает разговоры других, живет так, как будто бы ничего не случилось. Это как раз тот самый случай, когда родители не должны выдыхать с облегчением, или близкие, или замещающая семья, а как раз-таки, к сожалению, как правило, это говорит о том, что событие оказалось настолько эмоционально непереносимым для ребенка, что он прервал контакт со всеми своими чувствами. Они никуда не делись, просто закапсулировались, и он не имеет к ним доступа. Вот эти заблокированные переживания могут и будут влиять на него до тех пор, пока он не начнет их проживать в безопасном пространстве для себя. В среднем, если человек справляется и у него достаточно поддержки, процесс горевания занимает около года у взрослых. По детям таких данных нет, потому как маленькие дети в силу своего возраста не могут иногда, да, выдать горе прямо сейчас, и зачастую работа горя у них может откладываться до того момента, пока она не станет возможной. Да? То есть у детей, особенно у маленьких, часто этот процесс затягивается и, правильнее будет сказать, откладывается, с чем могут столкнуться как раз-таки замещающие семьи. И в любом случае в этот период не нужно ждать и требовать от ребенка успеваемости, да, это ошибка взрослых. Это не обязательно, но вполне возможно, у него просто не будет на это внутренних ресурсов. Важно всячески поддерживать любую игровую деятельность ребенка в этот период. Зачастую только в игре у него есть возможность прожить то, что пока не получается выразить словами. И если появляются в замещающих семьях у детей специфические игры, где-то умирает, что-то, в общем, происходит, значит, это здорово. То есть ребенок почувствовал безопасность в семье, и у него запустился просто процесс проживания горя и излечения. Пусть у него будут в свободном доступе краски, пластилин, любой другой материал для творчества. Пусть вас не пугают ужасные сюжеты, которые может разбрасывать ребенок. Лучше, чтобы это страшное проявилось снаружи, в игре, а не было заперто внутри. Причем неважно, сколько лет ребенку. И пусть вас радует, даже если 15-летний подросток вдруг начинает играть в совсем детские игры, в которых отрабатываются вот такие специфические сюжеты. Важно понимать, что так он проживает горе, которое ему пока доступно. Зачастую даже задержки в развитии возникают у таких детей. И в том случае, если вы понимаете, что базовый, допустим, интеллект вашего приемного ребенка нормативен, но идет задержка развития, и вы знаете, что ребенок пережил горе, значит, мы понимаем, что это последствия, да, последствия пережитой травмы, и в первую очередь такому ребенку нужно помочь прожить процесс горевания. Посмотреть вообще, в принципе, на какой стадии ребенок застрял, да, и помочь пройти ему этот путь до конца. Ну вот, я думаю, что это основная информация, такая немножко сжатая, но тем не менее важная информация, которую нужно знать, понимать о том, что происходит с ребенком, который пережил своего родителя. На сегодня все. До встречи на новых консультационных часах.